Ребята, всем привет, Кокраш на связи. Я отправляюсь в очередное путешествие. Хочу начать с того, что я заказал такси из Якутска в Алдан, где планирую чуть-чуть потусоваться, потом сесть на поезд и первый раз прокатиться на поезде до Нерюнгри. Пару дней потусить в Нюрке с друзьями и отправиться дальше. Куда? В республику Бурятия, Улан-Удэ. Я заплел себе новую молодежную прическу, называется брейды. Спасибо всем, кто меня терпел. Передаю всем респект. Я нахожусь почти что в самом центре Алдана. Магазин «Тысяча мелочей». Вот такие уютные домики тут располагаются. Алдан основан в 1924 году и является четвертым по величине городом в республике Саха-Якутия, после Якутска, Нерюнгри и Мирного. Здесь проживает свыше 20 тысяч человек разной национальности и религиозной конфессии, в основном русские, украинцы, якуты и эвенки. Интересный ландшафт. Одна часть города внизу, другая наверху. И деревья тут очень толстые и высокие. Оказывается, железнодорожный вокзал находится далеко от города Алдана. Вот. Я собирался уже заказывать такси из гостиницы, но мне сказали, что билеты можно купить в центре города, вот в этом магазине. В Алдане хорошо, спокойно, тихо, уютно. Я бы тут пожил. Я забрался куда-то в лес. Тут, смотрите, следы каких-то крупных зверей. Волки, походу. Представляете, меня сейчас в Алдане, в тайге, волки съедят. Я даже слышу, как они лают. А, нет, собаки. Волки воют. Или сейчас вообще могут меня убить бандиты, которые добывают золото нелегально здесь. Подумают, что я что-то пришел разведывать или стучать на них. И бах-бах-бах-бах, автоматную очередь на меня направят, и я упаду. Но надеюсь, такого не случится. Я не хотел бы, чтобы такое произошло в Алдане. На протяжении десятков лет Алдан остается ведущим центром золотодобычи. Здесь добывается золото десятками тонн. Надеюсь, что все работающие тут предприятия исправно платят налоги в бюджет республики Саха-Якутия. Ой, я провалился. Еще раз провалился. Все, думаю, хватит. Блин, снег попал в ногу. Я только что начал очищать свою ногу от снега, снял кроссовок, ну и не удержал равновесия на одной ноге и носком, короче, ушел в снег. Алдан, природа, красота, я в брейдах молодежных. В алданской тайге живет дикий олень, лось, изюбр, бурый медведь, волк, соболь и даже американская норка. В горных реках обитает таймень, ленок, валек, а озера населяет золотой и серебристый карась. В долинах рек растет сибирский кедр. Леса богаты ягодами и грибами. Также на алданской земле встречается не менее 40 видов лекарственных растений. Вот эти сооружения называются ураса. А вот это интересное дизайнерское решение называется Аллукмас, из эпоса Аланхо, якутского эпоса Аланхо. Сейчас я на фоне этой красоты сделаю селфи. И мои друзья, которые находятся в Якутске и увидят эту фотку в Инстаграме, обзавидуются. Будут спрашивать, где такая красота находится. А я скажу, в Алдане, в алданском Улусе. Ой, ну только ни в коем случае, ребята, не скажите нечаянно Улус алданскому жителю, потому что, я только что покупал конфетку в магазине
И сказал женщине, ну я начал предложение, говорю, в Алданском Улусе. Она на меня так посмотрела, выпучила глаза. Он сказал, Улус? Ну типа он говорит, нет, у нас район. И вот, ребята, ни в коем случае не перепутайте слова. Не назовите случайно Алданский район Улусом. Такой лайфхак от Кокраша. Ну все, пора фототься на фоне вот этого замечательного дерева. Девушка красивая. Супер. Вот у меня уже получается, я чувствую хороший влог. И сюда можно зайти, оказывается, еще. Смотрите, тут... Ой, страшно. Не, я, пожалуй, не рискну туда забегать, только через щелочку так посмотрю. Вау! Вау, смотрите, это же поезд! Настоящий поезд! Первый раз в жизни вижу. И там, на поездах, что написано Корона Крю. Ну все, ребята, я отлично провел время в Алдане. Сейчас я отправляюсь в Нерюнгри. Об этом будет в следующем влоге. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть продолжение моего трипа. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Пишите свои отзывы, как вам влог. Окей или плохо. Всем пикс.